400 человек, больше 400 анкет, наши делегаты. Ведь первый пункт, там, первая такая часть, она перевешивала все остальные, это были грантооператоры наши. И Минэкономразвития, другие фонды, московское правительство, которое дает, по-моему, там тоже было. Но получилось так, и опять же, это есть способ задуматься, а может быть, поэтому и создан наш союз, и поэтому, может быть, мы сами хотим стать экспертами, и поэтому, может быть, мы хотим изменить всю систему государственного финансирования через гранты и субсидии. Не проголосовали за грантооператоров делегаты съезда. Не было той квоты, которую мы в горкомитете установили, для того, чтобы все-таки вручить грантооператору награду. Не проголосовали персонально, не проголосовали за организацию. Это значит, опять политика, значит, надо что-то менять. И мы вчера договорились, когда создавали Союз некоммерческих организаций Российской Федерации, что мы эту ситуацию коренным образом изменим. Ее сегодня рассказывал и Антон Евгеньевич Шагин, рассказывал Владимир Николаевич, что она уже начала меняться. И, конечно, государство ищет новые способы, предлагает какие-то новые системы, но они вызывают у нас тоже очень много вопросов. Ну, я думаю, что если это будет вместе с нами, все устаканится. Извините за долгое такое эссе, но дело в том, что конференция наша называется «Госгрант», и премия это называется «Общественная премия Госгрант». Но давать наше сообщество не будет эту премию. Но есть другие номинации, очень замечательные, там есть персонали, там есть ваши коллеги, там есть люди, которые действительно на самом деле всем сердцем, всей душой относятся к своей работе, к продвижению идей развития гражданского общества в нашей стране. И вот они сегодня получат, я очень рад, заслуженные общественные награды. Вместе со мной мне будет помогать вести церемонию Анна Данилова. Анна нам очень помогла, именно ее волонтеры обзванивали всех делегатов, спрашивали, придут, не придут на церемонию уже после регистрации. Большая помощь была оказана здесь уже в рамках организационно-технической работы на съезде, ну и дальше тоже будем, да. Есть и подарки, по-моему, от вас. Да, ну, ваш фонд называется «Золушка». Ну, прямо... Да, благотворительный фонд «Золушка», которому уже 7 лет. Я учредитель, единственная сама открывала, специалист по рынку. Да, и вот такая красивая девушка, Анна, она была кандидатом в депутаты на главу города Домодедово. Мы за нее, кстати, ее там лоббировали, за нее голосовали, но не удалось. Заняла 4-е место. Да, но 4-е место все-таки. А сколько всего? Всего было 7 кандидатов. Я не жила никогда в Домодедово. Первое место занял глава города действующий, который 26 лет в власти, Ковалевский. Ну, дай бог ему здоровья. Главное участие. Да, все впереди. Да, может быть, лучше, может, как раз на некоммерческом поприще все сложится. Да, и кто сказал, что там лучше? Мне кажется, что лучше у нас. И вот наша сегодняшняя церемония, я думаю, будет этому подтверждением. Итак, мы начинаем церемонию, торжественную церемонию вручения общественной премии «Госгрант» 2015 года. Лежит не понравится. Так я буду вручать. Да, ничего, разрешите? Нормально. Не по тому месту голосования. Сначала они так лежали, потом что-то наперепутали. Вот, я же знаю, что это в середине. Но, тем не менее, вот человек хороший, поэтому можно с него и начать. Очень хороший.
Общественная премия «Госгрант» 2015 года, диплом. Организационный комитет общественной премии «Госгрант» по итогам голосования экспертного сообщества съезда присваивает Лихачеву Валерию Леонидовичу, город Копенгаген, директору Русского дома в Дании, статус лауреата общественной премии «Госгрант». Номинации общественным деятелям, внесшим значительный вклад в совершенствование системы государственной поддержки институтов гражданского общества. Друзья, у меня... Давай покажем. Автор статуэтки в магазине. У нас автор статуэтки Алексей Иванович Шапочанский, известный скульптор, он региональный такой деятель искусства, из города Пятигорска, Ставропольский край. А кто из Ставропольского края есть? Случайно нет? Никого? Рядом, если бы. Ну вот рядом, будем считать, что есть. Вот он нам сделал такие статуэтки, и это действительно партнерство тоже было. Они были все они чуть-чуть разные, но похожие. Пожалуйста, вам вручаю. У меня, вы знаете, слов нету, одни эмоции, поэтому... тебе, о съезден кого, сегодня нам вручают отличные призы. Слава и хвала Госгранту, славлю от души, глотки не жалея, пою всем вам многое лето, счастья вам, счастья вам. То, что получилось. Молился, какие-то слова. Вот. Но и пел, кстати, тоже взял и спел. В конце все-таки родину Туликова. Он долгие годы работал в Копенгагене солистом датской королевской оперы. Ну что, а сейчас директор Русского дома. Так, вот я хочу, чтобы для вручения следующей награды сюда поднялся и мне тоже помог, потому что потрясающий человек, уникальной, доброй души, сердечный, такой, как он всегда рассказывает: ребят, ну что вы меня там, я же от Сахи, из крестьянской семьи. Когда его спрашивают, ну почему ты такой хороший? Ну понимаешь, говорит, я в этой земле, вот все мои там пахали, коров держали, свиней там, свиней пасли, ну ладно, свиньи там были в сарае и так далее, и так далее. В общем, наш человек. Вот. Я считаю, я говорю, слушай, ну ты тоже настоящий НКО. Он теперь мне сегодня сказал, говорит, слушай, я тут подумал, сидел 1,5 дня, вот сюда что наслушался людей. Я вот некоммерческую организацию хочу создать, ты мне ничего не посоветуешь. Генеральный партнер, оператор магистральной связи Российской Федерации, компания «Рустелепорт», Сергей Александрович Сорокин. Не буду, конечно, ничего не вручаем, он просто поможет мне вручить следующую награду. Маленькая притча пришла в голову, вот после всего, что услышал. Хорошая, поэтому я повторюсь. Один профессор в начале прошлого тысячелетия в аудиторию хотел похвастаться тем, что вот насколько он знает там теологию и отрицает Бога, и спросил у студентов: вы же вот понимаете, что в Библии написано, человек есть то, что он творит. Вы знаете, что в Библии написано, что Бог сотворил все. Вы также знаете о том, что существует зло. Вы знаете о том, что раз зло существует, значит, его тоже сотворил Бог. Было замешательство среди студентов. И тогда он сказал, что раз Бог сотворил зло, значит, он есть зло. Тогда из зала поднялся один студент и сказал: профессор, тогда скажите мне, а существует ли холод? Профессор говорит: ну, конечно, мы же все с вами испытываем холод, вы все прекрасно его ощущаете. Говорит: нет, профессор,
Холод – это отсутствие тепла. Холод – это отсутствие тепловой энергии, колебания частиц. И скажите тогда, профессор, а существует ли тьма? Он сказал, ну, конечно, тьма существует, мы все прекрасно ее наблюдаем. Говорит, нет, профессор, тьма – это отсутствие света. Мы можем измерить свет, мы можем разложить его на спектр, но мы не можем измерить тьму. Ее нет. Так вот, профессор, зло – это то же самое. Это отсутствие энергии доброй воли, энергии божественного начала в человеке. Человек творит зло, у которого нет в душе Бога. Я подумал, и если вместе мы с вами подумаем, то, наверное, вот сегодня социально ориентированные некоммерческие организации занимаются тем, что они борются с бедностью. Скажите, есть бедность? Бедности нет. Есть отсутствие энергии создавать благо материальные, духовные. Вот как только есть еще пословица такая у японцев, если родители работали, дети праздновали, их внуки будут просить милостыню. Я считаю, что некоммерческие организации – это как раз проводник вот этой энергии создания ценностей, энергия борьбы за свет, за тепло в обществе. Внесшим значительный вклад в совершенствование системы государственной поддержки институтов гражданского общества. И награда вручается главному научному сотруднику Института системного анализа Российской академии наук Владимиру Николаевичу Якимцову. Владимир Николаевич – лауреат общественной премии «Госгрант» 2015 года. С любовью проголосовали за него наши делегаты. Уникальный человек, жизнь его подвиг. И он, самое главное, вот я сегодня сказал, вы знаете, есть вот на этом месте очень сложно, да, сохранить какую-то вот беспристрастность, честность, отстаивать свои интересы. Он недавно был на одной комиссии, сегодня утром мы так убежали от всех и поговорили. Он мне рассказал, как вот там шло действие как раз правительства Москвы, как вот делило эти гранты и так далее. Вот. И вы знаете, я понял, что это удивительный, уникальный человек. Он рассказал мне, говорит, вот я вот что, как он выступал, какие вещи он говорил, какие-то там он заметил, ну, не хочу, да, эта комиссия, не скажу несправедливости, но какие-то шероховатости, которые он хотел выправить. Рассказал мне о мотивации, почему он это делает. Рассказал, с какой болью он отнесся к каким-то проектам, которые вроде как заслуженные должны были получить. Он говорит, ну вот я ничего не могу сделать, вот так проголосовали эксперты. Говорит, ты прав, надо все менять. Владимир Николаевич Якимец. Еще из хрустальную бутыльку залышали. Слушайте, вы давайте пакет человеку после того, как... Да, есть? Еще вот так, награждаем. У нас есть еще один партнер, это Спилс-карта. Это такой магнитный конструктор, нервы успокаивает. Видите? Это вот каждый регион можно подвинуть, вынуть, собрать. Вот это мне надо, потому что я там работаю. Да, можно ставить рамочки, можно перекрашивать. Но самое главное, можно все поперепутать, совершенно другую страну собрать. Но регионов количество все равно будет тоже. Социальные инвестиции регионов, автономная некоммерческая организация информационная сеть НКО Михаил Николаевич Пенин. Вот он наш герой. Хороший человек. Жалко, гранта не получает. Ладно. Пожалуйста. Вот награда, статуэтка. Ага. Спасибо. Когда-нибудь будет грант. Несколько субъектов, которых мы обсуждали, но самым эффективным субъектом, в номинации так написано, субъект Российской Федерации, самой эффективной системой государственной поддержки НКО, ну это в рамках премии, конечно, и в рамках тех, кто заявился на эту премию, конечно, у нас много субъектов, которые хорошо работают, но тем не менее, лучшим эффективным регионом Российской Федерации признана Республика Саха-Якутия. Так и написано, субъекту Российской Федерации. А можно это добавить? Да,
Пожалуйста. Мы были с Сергеем Александровичем в Якутии недавно вместе. Мы буквально там были недавно, и когда я посмотрел на народ, который там живет, близкий нам народ, на самом деле, такие же северяне, подарок привез. Вот это да, ну давайте. Уважаемые делегаты, участники съезда, я сердечно вас благодарю за столь высокую оценку проводимой нами работы. Я считаю, что мы еще находимся, если не в самом начале пути, но где-то вот в первой части этой большой дороги. И я думаю, уверена, что совместными усилиями мы добьемся еще более значимых успехов. Спасибо большое. Не кричит, никто не против, все согласны с решением жюри. Я хочу пригласить одного человека. Вот я ее увидел, ну, где-то, наверное, был 2008, наверное, год 2009. Мы тогда действительно получили грант неожиданно, грант правительства Москвы. И этот человек фактически регулировал всю грантовую деятельность. Написал за всю свою жизнь все эти московские программы по развитию гражданского общества. Вернее, это не он, а она написала. Вот, написала документы, по которым сегодня проводится этот московский гражданский форум, была его организатором главным. Потом была руководителем аппарата общественной палаты. И вообще, конечно, это гуру уникальный человек с потрясающим видением будущего. Вот она уже все предсказала, что будет. И она была как раз одним из главных участников в написании вот этого пленарного доклада. Там, я уже говорил сейчас, что это не я все писал, это доклад сделан консолидированно и утвержден на бюро. Это Светлана Афанасьевна Гладкова, человек-легенда и такая же душка. Пожалуйста. Можно подумать, что грант будет вручаться мне. Нет, уже когда-то получала, да. Да, я уже его получала. Да, это дорогой подарок, я им горжусь. Вот у меня дома стоит на самом видном месте. Но надо сказать, что грамоты были чуть побольше. Ну, так раза в 4. Поэтому она у нас тоже у меня висит, как такая большая красивая картина. Я с гордостью подвожу сначала дочь, потом внука. И вот надо вот так стараться. И, коллеги, вы знаете, я хочу нас с вами поздравить, потому что мы с вами счастливые люди. Вы знаете, когда я работала в комитете общественных связей, я говорила, что наш комитет самый лучший. Потому что в наш комитет приходили люди-созидатели. Вот, понимаете, не было такого, что, ну вот кто приходил в другие комитеты, говорят, вы знаете, это трудно, это не получается, вот вы нам помогите. А в наш комитет приходили люди и говорили, вот возьмите, вы понимаете, мы сделали вот это, мы сделали вот это, нам нужно чуть-чуть помочь. Там, то ли письмо написать, то ли ну, какую-то моральную поддержку. И поэтому я говорю, мы вот у себя в кабинете, я всегда ощущала себя очень комфортно. Я хочу сказать, уважаемые гости, я думаю, я могу так сказать, что вы у нас гости. Вы у нас уже не первый раз. И, надеюсь, не последний. Спасибо. Тоже интересная награда. И я хочу сейчас пригласить сюда протоиерея отца Вячеслава Баскакова из города Твери, который постоянный участник наших съездов. У него есть некоммерческая организация. Он постоянно подходит ко мне и говорит комплименты, и говорит, Господи, как же хорошо. Как... Вот. И уже вот, ну, все время его вижу. И выступал, по-моему, у нас, да? Был? Вот. Поэтому следующую статуэтку вручите вы, а я назову победителя. Государственным и общественным деятелям, внесшим значительный вклад в совершенствование системы государственной поддержки НКО
на уровне субъекта Российской Федерации. И диплом, и награда вручается Артему Валерьевичу Ермолаеву, руководителю Департамента информационных технологий города Москвы. Знаю, что Собянин сейчас к 3 часам всех собрал, и Артема Валерьевича нету, но я его лично знаю хорошо. Он бы, конечно, приехал, но причина действительно уважительная, а то уволит Собянин. Вот, поэтому вот хорошо, что здесь Алексей Юрьевич, мы ему тоже вручаем. Может, когда-то ему вручим, кстати. Вот, пожалуйста, для... Как елка. Очень приятно, что отметили Валерьевича и наш департамент в заслугах. Мы, как я повторюсь, еще открыты абсолютно к диалогу и к тем проектам, которые мы можем дать, поделиться опытом. Поэтому я призываю всех, мы все абсолютно открыты, и приходите к нам, мы поможем, если сможем. Вот у церкви, как тоже сектору, некоммерческому сектору, есть очень много общего с НКО. У нас одна цель – восстановить образ человека с большой буквы в человеке, вот сохранить это добро, направленность на справедливость. И поэтому я от имени церкви и Тверской митрополии хотел бы пожелать вот созданному Российскому союзу некоммерческих организаций Божие благословение. Хочу пожелать веры и труда. Такие понятия, как вера и труд, все чаще упоминаются в Священном Писании. И они всегда стоят рядом. Написано, что если вера без труда, то она мертва. А если труд без веры, то он бессмысленный. Вера – это не обязательно вера в Бога, это вера в свои силы. И, как мы говорили здесь, в Россию, наше будущее, в нашу страну. Поэтому я еще раз желаю вам веры, труда, здоровья и творческих успехов. Божьего благословения. Большое спасибо. Позвольте вам от нас всех вручить образ Иисуса Христа с иконой благословения детей. Примите, мы вас поздравляем. Спасибо, что вы столько лет. Бог. Спасибо, очень мило, что вы вышли, вручили подарок нашему коллеге. Я думаю, в Тверь надо тоже приехать. Фондам и организациям за высокие результаты в области поддержки социальных проектов. И награда вручается, и вручается титул лауреата общественной премии «Госгрант» Фонду поддержки развития и пропаганды идей мира «Миротворец». Добрый день, дорогие. Добрый день, дорогие друзья. К сожалению, Юрий Евгеньевич Сафронов, президент нашего фонда, не смог посетить это мероприятие, так как он находится сейчас в Крыму и помогает жителям Крыма справиться с энергоблокадой Крыма. Вот, поэтому мы приехали мы, представители фонда, Константин Коломенский. Мы обязательно передадим, чтобы здесь его отметить этой премией. Премия включается в ордене, в Золотом ордене Миротворец, ордена есть у президентов многих стран, Фиделя Кастро, у Аксенова Сергея Валерьевича, Константинова. Приятная неожиданность. Золотой знак Миротворца. Ну это не скоро еще. И электронный удостоверение, который дает льготы сейчас в Крыму, ну, для начала, а потом будет по всему миру, настоящим миротворцем. Спасибо, я очень тронут. Действительно, это высокая награда. Я знаю, кого вы награждаете. Не уверен, что я прям так достоин, потому что вот, что касается вот такой
мировой арене у меня заслуг не так уж много, хотя полномочные представители у нас есть почти во всех странах Европы, Канаде, в Америке. Некоторые из них здесь находятся, сидят. Канада здесь, Дания здесь, вчера была Бельгия, Чехия, не представитель, но просто здесь. Ну, из Германии наш полномочный представитель Хинчик. Я, вы знаете, можно чуть пошутить, это очень торжественно. Я вспомнил, когда я там, маленький еще был, я смотрел телевизор. А вот мне никто не верит, что это было, а я это хорошо запомнил. Когда Брежневу вручали 5-ю звезду. 5-ю, помните, 5 было, кто на старше. Вот, короче, я уж не помню, кто вручал, но тоже такой достаточно уже зрелый товарищ. Вот. И вот он ему вручает, и Брежнев, а Брежнев смотрит, а что-то долго не могут пристегнуть. И тогда Брежнев, и пристегнули наконец. И Брежнев говорит, но глаза не поднимает, и так смотрит на свою 5-ю звезду и говорит: фокус-покус. Я это запомнил на всю жизнь. Ну такая маленькая зарисовочка, фокус-покус. Вот у меня тоже фокус-покус, уже 3-я награда у нас есть. Спасибо большое. Так, ну идем дальше. Ой, какая замечательная организация. Потрясающе, потрясающе. И хорошо, что это региональная организация. Некоммерческим организациям за информационную поддержку социально значимых проектов. Но эта организация сама, социально значимый проект еще какой. Награда вручается и статус лауреата присваивается благотворительному фонду МЯЛ Республика Ингушетия. Я хочу, чтобы вручили эту награду. Замечательный человек. Он приехал вчера, но я сегодня его увидел из Ханты-Мансийского автономного округа. Это член Общественной палаты Российской Федерации Виктор Заболоцкий. Виктор, да? Вручили вместе. Два кавалера. Вот от Лейла оставайся права. Вот. Пусть это... Награда это. Видно, да? Но этот человек, Евкуров ее знает, я к нему когда ходил, он мне сам первый стал рассказывать, не то, что я говорил. Все ее знают, говорят, как только вот нужно про некоммерческие организации что-то такое вспомнить, сразу вспоминают ее. Она, конечно, большой молодец, дай бог ей здоровья крепкого. Ее организация, вот такие вот, смотрите. Вот если встретишь там, да, ночью, представляете, да? Но если они скажут, что они из фонда МЯЛ, тогда все в порядке. Ладно, идите к нам все, сфотографируйтесь с вами вместе. Вставайте, ребята. Давайте, это еще не все, они раньше все количество было 10 души. Соревновались с Чеченской республикой. Кого больше приехало? Я помню. С удовольствием скажу. И могу спеть, могу станцевать. Могу преодолеть такие большие расстояния ради того, чтобы поддержать гражданскую активность и поддержать благие дела. Я хочу поблагодарить вас, Александр Владимирович, за то, что вы нас такие мероприятия с самого начала работы первого, второго съезда. Я сюда приезжаю. Мне очень нравятся люди, которые сюда приходят, нравится атмосфера. Хочу пожелать нам всем плодотворной работы ради хорошего будущего и хорошей работы вновь созданному союзу, чтобы он был успешен. Хочу также выразить слова благодарности Республики Ингушетия, герою России Узбеку Мамадалиевичу Евкурову за то, что он поддерживает наши коммерческие организации, поддерживает людей с инвалидностью. Мы очень часто проводим встречи, проводим мероприятия совместные. Он нас собирает, спрашивает, что к чему. И у нас нет разграничения, и мы не отдаляемся от власти, и власть от нас не отдаляется. Огромное вам всем спасибо. И еще бы хотелось одно снова сказать. Завтра Международный день инвалидов. Я хочу пожелать всем, у кого статус
инвалидности, чтобы они забыли об инвалидности, чтобы они стали здоровыми, крепкими, сильными, и чтобы для них все двери были открыты и доступность была везде, всегда. Спасибо вам. Спасибо. За награду. Это книга, в котором собраны, написал наш земляк, ныне живет в Москве, Владимир Васильевич Попов, бывший разведчик. Он написал сборник всего, в которую легли вся мудрость народов Северного Кавказа. Сборник интересный. На благотворительные цели 290 экземпляров. Вот мы одну и вторую хотим вам вручить. Спасибо вам большое. Удачи! Поздравляю. Поздравляю. Не буду никого называть. Недавно я познакомился с этим человеком, конечно. Но он, конечно, дает дрозда. Это бывший заместитель министра обороны. А награда вручается Всероссийскому обществу спасания на водах «Восход». Лауреат общественной премии «Госгрант» в номинации «Некоммерческие организации и СМИ» за информационную поддержку социально значимых проектов. Петр Васильевич Невезин. Приглашаем вас, руководитель «Восхода». А если мы помним, в Советском Союзе каждый школьник знал, что такое «Освод» с первого класса. Возродил Петр Васильевич эту организацию, настоящий русский богатырь. Пришел ко мне в офис, первый сказал: ты только не думай, я денег не прошу, вообще ни у кого никогда. У меня о другом разговор. Не так по-военному, там мы с ним поговорили. Я вас поздравляю, желаю вам крепкого здоровья, долголетия вашей организации, восхищаюсь вашим мужеством, честностью и, конечно, такой прямолинейностью. Вот, знаете, как сказал, как отрезал. Прошу вас. Уважаемые коллеги, не ожидал, но чувствую, что вчера ваши аплодисменты дали мне надеяться на то, что отказываться не нужно, а нужно получать и идти вперед. И я очень горжусь, что 5 лет Союз пытался организоваться, и мы с вами прошли все испытания, и вчера, сегодня решили, что будет такая организация. Но в то же время хочу отметить, я сегодня специально пришел без формы, чтобы быть более доступным. На наши плечи с вами ляжет еще много интересного, трудного, но значимого в целом для России. И мы беремся за это. Я думаю, должны каждый из нас понимать, что это необходимо не только нашему будущему, но на сегодняшний день, в первую очередь, нам с вами. И я надеюсь на вас, и вместе мы с вами победим. Спасибо. Человека легендарного. Честно говоря, никакого у нас не было реестра, вдруг кого-то приглашать, кто-то что-то наградил вместе со мной, нет. Это все тоже импровизация, как, наверное, даже эта импровизация мы сегодня только утром напечатали эти дипломы, когда посчитали голоса, все-таки определили все эти весовые категории, все случилось утром сегодня. Хочу пригласить одного человека, я с ним, скажу, не очень хорошо знаком, но я его читаю иногда там в интернете, слышал выступления. Однажды он меня поразил своей мудростью, поразил какой-то системностью. Я, честно говоря, так и не знаю, вот он технарий или гуманитарий, наверное, то и другое, если так бывает. Но мне кажется, что это гуру, академик, с потрясающим тоже видением. Человек, несмотря на возраст, очень молодой, и из тех людей, которые заранее знают, что будет здесь.
и не только здесь. Это Сергей Викторович Белкин. Я попрошу его выйти сюда, ко мне, который я озвучу через несколько секунд. Ну, короче, неудобно все это слышать, очень приятно. Вот, спасибо. Я рад, здесь много молодежи. Здравствуйте. То же самое. К сожалению, не удалось до конца, но вышли на действительно такой был человек, ему старше меня, 30 лет во власти, конечно, видите, очень тяжело. Прекрасно понимаю. Но я думал, потенциал, поэтому думаю, что это начало. И очень смело. Хорошо, что есть много молодежи, потому что нам, старикам, конечно, нужна замена, другое мышление, другой подход. Я думаю, что у вас все впереди, и у многих здесь молодых все будет впереди. Не знаю, как мы сейчас придется получать, все экспромт. Конечно. Мы приглашаем на сцену представителя высшего руководства общественного телевидения России, лауреата общественной премии «Госгрант» в номинации «Некоммерческим организациям, СМИ» и некоммерческим организациям СМИ за информационную поддержку социально значимых проектов. Руководителя вашей структуры Анатолия Григорьевича Лысенко знаю давно. Он президент Международной академии телевидения и радио, к тому же я у него там числюсь в академиках. И он меня сам принимал, сам подписывал удостоверение. В общем, мы с ним дружили одно время очень сильно. Ну, сейчас вот из-за работы немножко отношения. Ему огромный привет, ему позвонил. Ну и, пожалуйста, по слову. Спасибо. Очень приятно, спасибо. У нас очень мудрый руководитель. Общественное телевидение достаточно молодой канал. Канал вещает для граждан, для нас, для тех, кто проживает в нашей стране. И главное, что, наверное, что я хотел сказать, это в обратной связи вот опять-таки наших граждан. Поэтому просьба. И мы с удовольствием на эфирном пространстве нашего канала будем рассказывать о всем, что происходит, что вас волнует и что нас волнует. Спасибо. На правах хозяина один такой дивертисмент, да, как там, в танцах, в балете говорят. Я тут сэкономил подарки немножко специально. Я хочу Сергею Викторовичу подарить эту карту, потому что он везде работает, всю страну знает. Можно? Я думаю, вам понравится. Хотел сказать, на старости лет. Не выбирать сидеть в эти регионы. Вдруг еще новый появится, да? Было 83, стало 85, полтора года назад. Где-то 25-30 назад мы вот так анализировали страну, почти вручную рисовали карты, раскрашивали, давали руководство. Где-то начинали. Сейчас, конечно, все компьютеризировано, по-другому. Спасибо. Но вы уже поняли, откуда, да? Сергей Викторович, из каких недр. Мы анализировали страну.